Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 24 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карта дня у нас туз мечей. То, что помогает, девятка жезлов. То, что мешает, дама жезлов. Так, теперь посмотрим карту на отношения, на работу, на финансы. И карта на итог дня. Подсказываем из цыганской колоды. Итак, туз мечей у нас выпадает. Карта, которая говорит о том, что нам будет дана возможность, нам будет дана вся необходимая сила для того, чтобы решить какой-то важный, назревший для нас вопрос. Для кого это что будет? Да? Потому что туз – это энергия универсальная. Там у нас может быть и решение вопроса с работой, и с оформлением каких-то документов, и с заключением каких-то контрактов, браков, рождением ребенка, оформлением каких-то документов, допустим, связанных с поездками. В общем, все что угодно. Да? Здесь у нас даже покупка билетов, и то может быть по тузу мечей. Все, что для вас важно именно в сфере интеллектуальной, в сфере информации, в сфере поездок, в сфере связи, да, то есть здесь точно так же мы можем решать какие-то вопросы, связанные с, допустим, средствами для общения, да, то есть это компьютеры, телефоны и все такое прочее. То есть все здесь у нас решается очень благополучно, причем здесь даже не так наша заслуга, как нам дается такая сила, энергия, возможность, ситуации подходящие, люди нужные приходят, средства нужные, возможности и так далее. Самое главное ими воспользоваться. Но по тузу мечей обычно нас так прям и толкает к тому, чтобы мы этой ситуацией воспользовались. Даже трудно не воспользоваться. Посмотрим, чего конкретно будет касаться туз мечей. Это будут новые люди, новые события, это какие-то перемены очень скорые, вот как раз с тем связанные, про что мы говорили. Да? И шестерка бубновая – это решение каких-то непредвиденных ситуаций, очень счастливо, да, то есть все будет заканчиваться хорошо, какие-то положительные результаты, какие-то надежды могут возникнуть новые. Особенно вот если касается каких-то дел, связанных с высокопоставленными людьми, с решениями в судах, экзаменами, обучением, сдачей, может быть, каких-то курсовых проектов и так далее. То есть очень важный тоже день. Может быть, что-то необычное сегодня произойдет, что даже может поменять ваш взгляд на какого-то человека или на какую-то ситуацию, а может быть даже вообще ваше мировоззрение может повлиять, поменять вот то, что произойдет сегодня. Очень сильный день, может быть какой-то выигрыш, может быть путешествие, может быть что-то связано, решение каких-то юридических вопросов, хорошее время для вебинаров, семинаров и так далее. То есть, в общем, очень удачный день. Посмотрим, что будет помогать. Девятка жезлов нам будет помогать, а это значит весь наш прошлый опыт, все наши достижения, те люди, связи, которыми мы уже обросли в данный момент, да, вот все, что мы успели достичь за это время, нужно использовать для того, чтобы эти возможности реализовать. Девятка жезлов у нас астрологически связана с Марсом в Водолее, да, а Водолей очень хорошо вот сочетается с тузом мечей, то есть это одна стихия. В общем, используйте все, что у вас уже сейчас есть. Это может быть и материальное, и ментальное, и все, что связано с каким-то опытом, с людьми и так далее. Что будет мешать? Дама жезлов. Ну, дама жезлов, она у нас немножко мягковатая, да, то есть вроде бы жезлы – это развитие, это действия какие-то решительные, это контроль. В общем, все, что у нас связано с каким-то успехом, да, с достижениями. Но дама, она и есть дама, она у нас все равно мягкая, она у нас подстраивается, может, под ситуации, а этого нельзя делать. То есть нужно прямо вот целенаправленно двигаться, не нужно быть, в общем, не нужно никакую слабинку проявлять, нельзя подстраиваться сегодня. Теперь отношения. У нас выпадает старший аркан жрица.
А это значит, в отношениях вы сможете проявить себя как-то очень мудро. Давайте посмотрим точнее. Для тех, кто в поиске партнера, валет пиковый. Карта говорит о том, что вам нужно быть очень искренними, нужно быть собой, нужно быть как бы человеком, да, который вот которым вы будете в дальнейшем общении, да, то есть вот, допустим, вы познакомились с человеком и играете какую-то роль, и тогда вы можете как раз пропустить важного для вас человека или, наоборот, встретить не того, с кем ваша может быть жизнь счастлива. То есть нужно быть собой, нужно быть искренними, и тогда действительно может произойти очень важная встреча по жрице, да, то есть даже сам день дает вам какую-то мудрость такую. Теперь для тех, кто в паре, семерка бубновая. Здесь очень много разговоров, здесь очень много бесед. Может быть, придется договариваться, принимать какие-то соглашения совместные, да, по поводу вашего житья-бытия. Может быть, кстати, кто-то из партнеров будет в отъезде, да, и вы будете вот здесь созваниваться, либо смс-ки вот постоянные тут будете писать домой, да, или наоборот, вам будут писать. Также карта говорит о том, что может быть какое-то, может быть, какое-то очень важное торжество, допустим, юбилей у родителей, да, и вы можете вот вместе отправиться туда. Также карта говорит о том, что может быть, слишком много у вас будет общения, да, и вам не будет его хватать на какие-то вот близкие такие разговоры, на такое вот общение внутри пары. И, значит, когда у одного человека, у одного из пары, допустим, слишком много дел, второму рекомендует карта слишком тут не обижаться, да, вот что ему мало времени уделяют, потому что, ну, действительно, бывают такие минуты, да, вот когда слишком много у нас каких-то внешних дел, тем более у нас здесь туз мечей, поэтому как бы нужно дать партнеру возможность проявить себя, решить какие-то важные вопросы, и это будет вам обоим полезно. То есть вот мудро так себя повести, да. В общем, знаете, такое спокойствие сохранять без излишних эмоций. Для тех, кто в ссоре, выпадает туз пиковый, карта говорит о том, что вы можете, кстати, либо помириться, да, либо откажетесь вообще от этих отношений, вот по этим картам, да, если вы поймете, что этот человек вам не подходит, или вам с ним как-то некомфортно, или вы не можете себя с ним проявить в полной мере. Теперь у нас для работы выпадает колесо фортуны. Замечательная карта, которая говорит о том, что действительно в работе у вас начинает все получаться, либо возвращается все к тому, что было у вас. Если у вас все было хорошо, да, то вот к тому все и возвращается. Либо у вас может быть какое-то продвижение, повышение по службе, может быть, выплатят деньги, довольно-таки хорошую сумму, или, может быть, повысят оплату, либо, может быть, поездка будет по работе очень важная, но это старший аркан, у вас тут действительно что-то в этой сфере меняется, очень важное. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске работы. Карта говорит о том, что вы можете совершенно неожиданно, удачно устроиться на такое место работы, о котором даже не ожидали, и вы, возможно, будете себя чувствовать очень комфортно и будете как-то с собой больше, да, то есть это, кстати, очень часто работа через интернет, удаленная, на дому, либо это работа какая-то творческая, либо работа, связанная с праздниками, допустим, да, организация каких-то торжеств, либо с путешествиями, какими-то поездками. Вот смотрите, вот все сферы, которые я назвала, вот здесь повезет. А теперь для тех, у кого уже есть работа, валет червовый. Карта говорит о том, что у вас будет очень много ситуаций, когда вам будет просто вести. Вам будут помогать люди, которые вокруг вас, да, коллектив. У вас будет очень приятное общение, если у вас, допустим, клиенты.
То есть, в принципе, вы здесь очень хорошо себя чувствуете. Либо очень нравится вам сегодня работа, как-то все удовлетворительно идет. Для тех, у кого свое дело, десятка бубновая. Карта говорит о том, что могут приходить деньги, может быть какое-то очень полезное для вас обучение вот по вашему бизнесу, которое позволит увеличить, опять же, достаток. Также может быть какие-то важные бумаги будете оформлять, которые, может быть, будете через сеть отправлять. Что еще важно? Вот что-то связанное с профессиональными навыками для вас сегодня становится главным, важным. Видимо, вот придется, может быть, доказывать свой профессионализм, показывать свой опыт. Может быть, нужно будет обратить внимание на то, насколько вы важную информацию вот о своем бизнесе держите в недоступном для других месте, скажем так, да, то есть смотрите, вот может быть утечка какой-то важной для вас информации, будьте аккуратны. Теперь у нас финансы. Семерка жезлов выпадает на финансы, а это значит, что удачны будут именно те проекты, когда вы работаете не один, когда вы в коллективе. Когда у вас есть коллектив и общая цель, да, на всех, вот тогда может быть и получение доходов, и рост доходов. Вообще у нас семерка жезлов астрологически связана с Марсом во Льве, а это значит, что вы можете начинать что-то новое вот вместе с коллективом, с близкими людьми, с партнерами, единомышленниками, с семьей даже кто-то, да. Это очень как бы хорошо для ваших финансов в будущем. Может быть, сейчас вы еще не получаете там достаточно, да, но вот то, что вы предпримете сегодня, это может дать в будущем хорошую прибыль. Для тех, у кого зарплата, да, здесь может быть какая-то переменчивая ситуация и неопределенность, может быть, даже конфликтовать кто-то будет из-за денег на работе. Для тех, у кого свое дело, семерка червовая, у вас здесь рост идет доходов, либо вы закладываете основу для роста финансов, либо уже вот в этот день даже, вот посмотрите, две семерки у нас здесь вышло, да, а семерки, они всегда что-то новое открывают, но они заставляют нас доверять своей интуиции. То есть ни в коем случае нельзя идти по общепринятым каким-то путям, нужно чувствовать, что именно вам нужно. И обязательно, конечно, здесь в достижениях вот именно вашего финансового благополучия участвуют другие люди. То есть, когда у нас нет конфликта цели, когда у нас нет конфликта интересов, тогда вот все с деньгами будет хорошо. И по итогу дня у нас выпадает карта Солнца, а это значит, мы будем очень довольны днем, мы получим, может быть, не так много денег, сколько бы хотели, но достаточно для того, чтобы все наши нужды удовлетворить. У кого есть дети, здесь решаются какие-то очень важные вопросы с детьми благополучно. Это карта хорошего здоровья, исцеления, это карта отдыха, возможно, вы и поработаете, и отдохнете. Это карта инвестиций очень удачных, то есть вложили, потом получили с прибылью. Карта хорошая для любви, для ухаживаний, для романтики, для вечера при свечах, похода в какой-то ресторан и так далее. То есть, в принципе, вот карты говорят о том, что здесь как-то больше у нас отдыха, чем работы сегодня, да, в этот день. Поэтому как бы нужно использовать это время для того, чтобы набраться вот этой энергии солнечной, да, для того, чтобы мы потом могли ее расходовать, использовать в дальнейшем. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.